Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. На повестке дня очередного заседания правительства, которое состоится в пятницу, более 20 вопросов. В их числе постановление об утверждении соглашения между правительствами Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики о создании совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству от 6 сентября 2018 года, об утверждении производственного календаря на 2019 год, о внесении изменений в положение об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы и другие вопросы. Премьер-министр Валерий Ганба подписал распоряжение о запрете заготовки ели и пихты для проведения новогодних праздников. Согласно распоряжению, в целях сохранения деревьев хвойных пород от уничтожения на территории Абхазии запрещены заготовка ели и пихты для проведения новогодних праздников, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы. Международный фонд АПСНА совместно с российской фармацевтической компанией «Биофарма» оказал поддержку детским реабилитационным центрам Абхазии. В частности, была приобретена техника и необходимый инвентарь для 5 центров республики. Компьютеры, массажные столы, матрасы, кресла-коляски, кондиционеры, велотренажеры, различные аппараты, необходимые в центрах. И это не весь список техники и инвентаря, которым теперь оснащены все детские реабилитационные центры республики. Международный фонд АПСНА со дня своего создания проводит большую благотворительную работу. Данная акция сотая, если не тысячная, в длинном списке помощи, оказываемой организации. Осуществить проект сотрудники фонда решили совместно с российской фармацевтической компанией «Биофарма». Ведь на покупку всего необходимого нужны были серьезные средства. Всего на данный проект организаторы акции выделили около 1 миллиона рублей. На эти средства была приобретена необходимая техника и инвентарь для всех детских реабилитационных центров Абхазии. В рамках постоянного нашего проекта «Губзера» мы ежегодно проводим такие благотворительные акции. Нашим партнерам ростовской компании «Биофарм» помогаем нашим реабилитационным центрам. У нас в фонде создана рабочая группа. Там есть все представители нашей реабилитационной центры Республики Абхазия. Мы им ежемесячно оказываем техническую и финансовую помощь. Но кроме этого, год один раз оказываем большой, как говорится, гуманитарной помощь. Всего в Абхазии 5 детских реабилитационных центров – в Сухуми, Гудауте, Чимчире, Тхуарчале и Гали. При этом Гудаутский реабилитационный центр Асаркял открыл свои двери для детей всего несколько месяцев назад. На сегодняшний день на учете в учреждении 32 ребенка. Директор центра Ирина Розио отмечает, что данная благотворительная акция их очень порадовала. Наличие новых инвалидных колясок значительно облегчит их работу. Социальная сфера, она такая заброшенная немного, да, и фонд АПСНы, они вот так грандиозно все это устроили, и все это благотворительно и очень приятно. Причем наши дети очень нуждаются во всех этих приспособлениях. Инвалидные коляски, дети даже не могут выйти, там, скажем, подышать свежим воздухом. Сотрудники реабилитационных центров отправляли список необходимого в Международный фонд АПСНА. За короткий срок фонд при помощи фирмы «Биофарма» приобрел все необходимые вещи. К примеру, теперь у Тхуарчалского центра есть новые обогреватели, теплые одеяла, медицинские принадлежности и инвентарь для занятий с детьми физическими упражнениями. И даже входная дверь, которой так не хватало, а купить ее на собственные средства возможности не было. К нашим партнерам приходит обращение от реабилитационных центров, и после чего мы организовываем такие мероприятия. Героем мероприятия стали наши детки. Мы хотим им пожелать от нашей компании «Биофарма» здоровья, родителям терпения. Мы также делаем благотворительные лечебные учреждения. Но сейчас мы стали больше уделять внимание это реабилитационным центрам. Не менее важно, что в рамках проекта его организаторы сумели решить и множество бытовых проблем центров. К примеру, в некоторых из них заменили двери, а для другого учреждения приобрели новое лобовое стекло на служебную машину, заменили в кабинетах кондиционеры и даже несколько столов. По словам представителей Международного фонда АПСНА, подобные проекты будут продолжены. Сария Смыр, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.
Заслуженному учителю Абхазии, профессору, доктору педагогических наук, кавалеру ордена Ахтзапша III степени, заведующему кафедрой педагогики Абхазского госуниверситета Алексею Касландзе исполнилось 80 лет. В Абхазском государственном университете прошло торжественное заседание, посвященное юбилею ученого. Более 150 изданных трудов, 23 учебника и учебно-методической литературы, 56 лет самоотверженного служения педагогике. Сделав выбор профессии в 18 лет, Алексей Касландзе ни разу не пожалел, что стал педагогом. Сегодня, оглядываясь назад, юбиляр говорит, что главное в его жизни – это ученики и, конечно же, работа в родном университете. Если я начинал бы свою жизнь, и меня спросили бы, по какому пути ты хочешь идти, со всех сторон только избрал бы этот путь, поступил бы именно педагогический факультет, именно стал бы учителем начальных классов. И моя голубая мечта была написать диссертацию, кандидатскую, докторскую, исключительно по методике родного языка в начальных классах. Все это для меня очень дорого. Для меня самая большая гордость работать в Абхазском государственном университете, где я учился, где меня на ноги поставили. Вы знаете, вот если в субботу, в воскресенье я не хочу здесь бывать, потому что нет студентов. Я чувствую себя молодым, я чувствую великолепно с нашими студентами. 80-летие – праздник в узком кругу среди родных и друзей. Так можно сказать о мероприятии, состоявшемся в этот день в Абхазском государственном университете. Истинный патриот, человек, который сделал так много для развития родного абхазского языка, принимает поздравления, пожелания новых достижений и, самое главное, здоровья и долголетия. Поздравить Алексея Махазовича пришли друзья, коллеги, ученые, с которыми бок о бок трудился он долгие годы. Это образцовый педагог, это человек с большой буквы. Он является не только автором педагогических научных публикаций, но он является связующим младшее, старшее поколение. Но мы радуемся, что Алексей Махазович есть что сказать, есть что еще делать. Ну, поздравляем от всех учителей, от всех преподавателей, которые его любят, которых он должен еще и воспитать. Всех ему благ. Алексей Касландзе и сегодня в работе. Он один из руководителей комиссии, которая занимается составлением учебников по абхазскому языку. Сейчас в издательстве находятся 4 учебника. Издание еще одной работы одобрено Министерством образования. В Абхазском государственном университете составляется 2 учебных пособия – использование педагогических словарей и использование методических словарей. Учебники, они уже, хотя они в свое время были созвучны времени, сегодня они устарели. Сегодня научить ученика глаголу или существительному, давая ему задание подчеркни, зачеркни, это нет. Сегодня огромное внимание надо уделить на логику, на логическое мышление детей, на развитие логики. На это надо обратить больше внимания. В моих учебниках должно быть так, чтобы учитель не давал учащимся готовые знания, чтобы учитель только руководил деятельностью учащихся, чтобы в течение часа дети с полной отдачей работали. За это надо их заинтересовать. Люди часто задаются вопросом, в чем секрет молодости и долголетия. Глядя на Алексея Касландзе, можно с уверенностью сказать, что секрет молодости заключается в желании жить, заниматься любимым делом, быть нужным и полезным, а главное, в любом возрасте уметь учиться и идти в ногу со временем. Ирина Аршба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. 4 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия состоится выставка абхазских художников на премию «Лучший художник года», сообщается на официальном сайте Министерства культуры Абхазии. Работы художников, отмеченные экспертной комиссией, будут рекомендованы на приобретение картинной галереи Абхазии. В течение нескольких дней художественный совет выберет лучшие работы. Условия конкурса предполагают 1-е, 2-е и 3-е места.
В Сухуми завершился второй фестиваль культуры «Свидание с Россией. Свидание с Москвой». Программа третьего заключительного дня фестиваля культуры была очень насыщенной. Здесь были и показы художественных фильмов, и вечер воспоминания. Алика Трапш расскажет подробнее. Фестиваль культуры «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» проходит в Абхазии во второй раз при поддержке Министерства культуры Абхазии и правительства Москвы. Он направлен на сохранение и популяризацию лучших традиций российского музыкального и театрально-концертного искусства, расширение международного сотрудничества. На фестивале были представлены новинки российского кинематографа, завоевавшие престижные премии на международных кинофестивалях. Так, в последний день фестиваля культуры «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» для школьников состоялся показ детского художественного фильма режиссера Константина Сухарькова «Замри, отомри». Юным зрителям кинокартина понравилась. Мне понравилось, как играет актер, самый главный мальчик. Его зовут Никита, и у него есть свой лучший друг Артем. Они хорошо дружат. Кроме того, в день закрытия фестиваля была представлена кинокартина «Непрощенный» режиссера Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Картина основана на реальных событиях и описывает историю успешного инженера-строителя Виталия, у которого было все для счастья – любящая семья, работа, друзья. Однако в одночасье он лишился всего, когда его супруга с детьми погибает в авиакатастрофе. Не дождавшись справедливого суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья, чтобы отомстить. В рамках фестиваля культуры также состоялся вечер памяти писателя Фазилия Искандера и Владимира Высоцкого. Актеры молодежного театра прочли отрывки из произведений Фазилия Искандера, а участники фестиваля, непосредственно те, кто лично был знаком с Владимиром Высоцким, делились воспоминаниями об артисте и исполняли его песни. День недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно. Когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Картиной закрытия второго фестиваля культуры «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» стала лента «Собибор» Константина Хабенского, которая выдвинута на премию «Оскар» 2019 года. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 30 ноября в Сухуми пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках акции республиканские кожвендиспансеры «Центр СПИД» проводят бесплатную экспресс-диагностику на гепатиты Б, С, ВИЧ-инфекцию и инфекции, передающиеся половым путем. 30 ноября с 10 утра до 14 часов все желающие могут пройти обследование на базе мобильной лаборатории во дворе республиканской больницы у входа в кожвендиспансер. Пресс-служба «Черноморэнерго» сообщает, что в районе села Абгархук Гудаутского района вследствие существенного подъема воды в реке Апста была повреждена высоковольтная линия. В результате наводнения были смыты опоры линии на переходе через реку. На данный момент без электроэнергии остается значительная часть села Абгархук и частично поселок Приморское. В остальные районы электроэнергия подается в штатном режиме. На месте аварии находятся аварийные службы Гудаутского филиала РУП «Черноморэнерго». Основные восстановительные работы из-за сложных погодных условий и темного времени суток начнутся в пятницу утром. Необходимая техника и аварийные бригады готовы к работам по восстановлению подачи электроэнергии на месте аварии. А в районе поселка Бзып и на территории Рицинского реликтового национального парка сильный ливень подтопил участки дорог. Как рассказала нам директор нацпарка Рита Лолуа, причиной затопления стал выход карстовых вод на поверхность земли и потоки воды со скал. Ливень начался рано утром в четверг. Потоки воды обрушили на дорогу камни и грунт, в результате чего движение автомобилей было приостановлено. Как сказала Рита Лолуа, асфальтовому покрытию ущерб нанесен не был. Сотрудники Рицинского парка уже разобрали завал с помощью специальной техники и вручную. По словам Риты Лолуа, сход воды – не редкое явление здесь во время сильных ливней. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 12-17 тепла.
Температура морской воды плюс 15. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.